Здравствуйте, в эфире БСТ программа «Интервью», и сегодня мы поговорим о социальных картах, картах Алга, картах школьника и реализации кэшбэка вместе с заместителем генерального директора АО «Башкирский регистр социальных карт» Олегом Романовым. Олег Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рад тоже поприветствовать, находиться в очередной раз в студии БСТ, который внимательно относится к нашему проекту и всегда задает правильные вопросы. Расскажите о вашей организации, о том, чем вы занимаетесь. Наша организация была создана в 2007 году. Наши учредители – это правительство Республики Башкортостан, который имеет контрольный пакет, и один из банков, то есть банк Уралсиб. Расскажите, пожалуйста, подробнее о картах, проектах и вообще о названии Алга. Почему оно именно такое, откуда? Название Алга – это исторически, кто знает башкирский язык, это связано с движением вперед. Название такое продекларировал в свое время наш глава республики. И вот оно закрепилось, и дальше уже оно как вошло в наши все остальные приложения, которые у нас в карте жителя достаточно много. Вот исторически это так. А давайте чуть-чуть подробнее расскажем все-таки о том, какие вы обслуживаете проекты. Это? Проекты в карты, то есть у нас на сегодня, с 2007 года, достаточно много проектов. То есть на сегодня, надо сказать об основных, это у нас транспортная карта Алга. То есть мы на сегодня реализовали проезд по карте Алга, соответственно, во всем общественном транспорте. Это частные, это наш ГУП «Башавтотранс», это муниципальный транспорт. И, соответственно, если говорить по объему, я сразу буду говорить по объему, то есть это порядка 74% перевозчиков, оборот это у перевозчика «Башавтотранс». Соответственно, на сегодня владельцев карт Алга почти 900 тысяч. На сегодня, то есть это достаточно популярная история с транспортом. И она объясняется очень просто. На сегодня тариф, если брать тариф в Башавтотрансе, то без транспортной карты Алга это тариф 41 рубль. Соответственно, при использовании транспортной карты Алга это тариф на сегодня 34 рубля. То есть разница, соответственно, 7 рублей достаточно интересная, и люди пользуются. Но это не только. Мы в рамках транспортного приложения реализовываем различные категории граждан, могут совершать поездки. Это и дети-сироты, это участники, дети участников СВО и другие различные категории льгот. То есть это наши пенсионеры, которые обеспечивают себе возможность проезда по единому социальному проездному билету. То есть это популярная услуга, которая очень и интересует наших жителей. И у нас буквально ежедневно продается, реализуется порядка 200-300 карт. Вы уже назвали цифру использования карты в регионе. А можно ли поконкретнее сказать, все-таки жители какого района или города чаще используют карту? То есть, наверное, Уфа, да, как столица республики, а другие города или районы республики? Я уже сказал, что у нас нет разделения такого по городам, где-то есть, где-то нет. Это у нас везде равномерно. То есть, если говорить о Башавтотрансе, то где есть Башавтотранс, он есть практически везде в наших городах, а также частный. То есть любой перевозчик, он на сегодня обеспечен со стороны БРСК необходимым оборудованием, программное обеспечение, которое позволяет принимать транспортные карты. А в чем заключается выгода транспортной карты для пассажира? Можно даже в цифрах. Выгоду я сейчас тоже сказал. То есть выгода на сегодня, это если говорим про Башавтотранс, это 7 рублей. То есть, у нас не только скидка в тарифах, то есть для использования карты Алга, у нас есть и различные акции. Например, у нас на сегодня совместно с национальной системой платежных карт МИР действует скидка при пополнении с карты МИР транспортной карты Алга. Там кэшбэк 5%, что тоже дополнительно увеличивает интерес жителей к проезду по транспортной карте Алга. Олег Николаевич, а можно поподробнее про кэшбэк? Расскажите, как это работает, как это реализуется? У нас есть мобильное приложение «Транспортная карта Алга». Соответственно, в нем, когда пассажир заходит и пополняет транспортную карту, приобретает через систему быстрых платежей, это идет, но обязательно должна быть карта нашей платежной системы российской, то есть карта МИР.
И при этом возвращается на этот счет 5%. Это за счет средств, соответственно, национальной системы платежных карт МИР. Перевозчик получает сумму в полном объеме за заказанные услуги за перевозку. И если можно, поподробнее про карту жителя, про обновленную систему карты жителя. Я начал говорить о том, что транспорт — это одно только из приложений социальной карты. Ну, сейчас мы уже сделали ребрендинг, это называется карта жителя, Алга, Башкортостан. И, соответственно, транспорт — только одно из приложений. Также у нас есть приложение образования, где мы ту же самую карту, Алга, Башкортостан, используем в том числе как карту школьника. Это, помимо того, что мы обеспечим работоспособность карты в школах, а это система контроля управления доступом, то есть проход в школы, это буфеты, учет питания в буфетах. Это все делается с помощью карты. Ну и, соответственно, если говорить, где можно приобрести эту карту школьника, то основной упор мы сейчас делаем на то, чтобы по заявкам школ, либо администрации города, либо учебных, то есть те, которые отвечают за организацию учебного процесса, они делают заявки, и карта либо им доставляет в школы, либо это наши агенты, которые обеспечивают поставку необходимого количества карт по заявкам в каждую школу. То есть бегать по магазинам и искать карты, именно карты школьника, нет необходимости. А если вернуться, подождите, еще к карте жителя, скажите, регистрировать и идентифицировать себя, насколько это сложно? Что это за процедура такая? Этим занимается банк, то есть, соответственно, не сложнее, чем обычная карта. Вы приходите в банк, на сегодня у нас действует два банка, это Совкомбанк и Банк Уралсиб. То есть, должны присоединиться и другие банки в ближайшее время, мы ждем. И то есть она, получается, популярна и в транспорте, и в образовании, и в туризме, такая многофункциональная. Да, это многофункционально, если мы говорим, у нас еще есть проект, в том числе мы занимаемся организацией печати и доставки, соответственно, квитанции по капитальному ремонту. У нас по этим картам есть реализованные проекты, в частности, во многих уже точках, то есть предоставляют скидки, то есть вы показываете карту, вам предоставляют скидку. Это тоже вызывает определенный интерес к использованию этой карты. К карте школьника еще вернемся, и поподробнее давайте мы поговорим про социальную карту жителя. Что же это такое? Это поддержка? Социальная карта жителя — это тот основной проект, с которым мы начинали. Он предназначен в первую очередь для людей с теми льготами, которые предоставляет государство. Но основная категория — это наши пенсионеры. На сегодня для них реализован учет в транспорте, то, что мы делаем в Башкирском регистре. Это предоставление 90 поездок за 900 рублей в течение месяца они могут совершить поездок. То есть это то, чем не смогут воспользоваться другие граждане не льготные, то есть не пенсионеры. То есть в основном социальная часть — это социально для людей с льготами, которые предоставляет государство. Мы, соответственно, их реализуем, учитываем и даем отчет правительству республики, республиканским органам для учета своих деятельностей. И чтобы зритель разобрался, давайте еще поговорим и про карту лояльности, и скидочную карту. Как ими воспользоваться, где и кто может? Скидочная карта, то есть это та же самая карта, ваша карта жителя, то есть по этой карте предоставляются скидки в определенных магазинах. То есть я не буду их все перечислять, рекламировать, но это достаточно много магазинов, и они постоянно увеличиваются. Последняя из наших договоренностей, опять же, если не называть название, то есть до 10% скидка по карте жителя будет предоставляться. И много других интересных вещей, которые сможет получить наш житель. Про карту школьника вы уже сказали, но тогда мы не упомянули, где ее можно приобрести, если можно даже, собственно говоря, можно прям несколько пунктов рассказать. На сегодня ее можно приобрести. Основной способ ее приобретения, я тоже уже это сказал, это непосредственно в школе. То есть, как правило, учителя делают заявки через руководство школы. Соответственно, они все знают, каким образом эту сделать заявку. И, соответственно, карты привезут буквально в школу и раздадут детям. Карты
различные карты, карта Алга и так далее, карта школьника, там, социальная карта. Все-таки, если какую-то статистику брать, подскажите, жители какого возраста пользуются? Да, это там школьного возраста, подросткового, серебряного возраста. Есть какая-то такая статистика? Статистика такая есть, но если мы говорим о транспортной карте, то это буквально все жители. Если говорим о социальной карте, это порядка почти 90 тысяч пенсионеров, которые пользуются, ну, условно, из миллиона. А основная, то есть и студенты, ну, примерно одинаково. Тем, кому нужно проезжать на транспорте, который не имеет собственного автомобиля, они активно этим пользуются. У нас для этого тоже по распоряжению главы мы реализовали так называемый «счастливый час». То есть те пассажиры, те жители республики, которые пользуются транспортом, об этом прекрасно знают. Смысл такой, то есть если вы приобретаете билет в Башавтотрансе и пересаживаетесь в течение часа на троллейбус, у вас поездка в троллейбусе будет бесплатна. То есть это позволяет экономить. И с 2019 года, когда начался транспортный проект «Алга», жители республики сэкономили почти 900 тысяч рублей, то есть, ну, почти миллион. То есть это как бы достаточно много. Да, такая достаточно большая цифра. У нас еще есть время эфира, но на самом деле не так много. Я увидела у вас графики, которые вы с собой принесли. Их много, но, возможно, самое интересное, 1-2, если вы сейчас нам расскажете, объясните, что там за цифры и что они означают, то будет интересно послушать. Ну, основное, что бы хотелось сказать, это то, что самая главная задача у нас в транспортной карте «Алга» — это обеспечить учет поездок в автобусах, ну, в троллейбусах, во всем подвижном составе, в том числе участников. Соответственно, для этого необходимо, чтобы мы уходили от наличного оборота и переходили на безналичные платежи, чего мы успешно достигли, и на сегодня объем наличного оборота снизился до 10%. Раньше он там был 90%. Вот это основное. То есть если это явно учитываются поездки, соответственно, государство понимает обороты в этом транспорте, ну, соответственно, применяются налоговые меры, которые не всегда нравятся, особенно участникам, но, тем не менее, для государства это полезно и правильно. Спасибо вам большое. С многообразием карт, скидочных, бонусов, карт школьника, карт Алга, карт жителей и так далее мы разбирались с Олегом Романовым, заместителем генерального директора АО «Башкирский регистр социальных карт». Спасибо вам большое за эфир. И я прощаюсь со зрителями. Всего доброго. Спасибо.